Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Выйдете ли вы еще в своей жизни замуж? И какой мужчина идет вам по судьбе? Как вы этого мужчину узнаете? У нас будет 3 позиции. Это большой расклад, сразу говорю. Может быть, даже придется делать позицию на видео. То есть вам нужно будет просто найти следующее видео, чтобы выбрать свою, посмотреть свою позицию. Потому что бывает объемное видео, и хочется, чтобы было удобней не искать свой тайм-код, а просто перейти в свое видео. Итак. Вам в любом случае нужно выбрать свою позицию. Выйдете ли вы еще замуж? Может быть, мы сделаем сейчас с вами в одном видео. Сейчас посмотрим. Выйдете ли вы еще замуж? Какой мужчина вам идет по судьбе? Как вы его узнаете? Так, первая позиция. Вторая позиция. И третья позиция. Выбирайте позицию, которая вам больше по душе. Можно по номеру. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, и потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой-самой первой позиции. Естественно, как обычно. Остальные я пока убираю в сторону и посмотрим по объему видео, как лучше их будет разделить. Может быть, на несколько видео, может быть, одно видео будет. Итак, наша первая позиция. Это, по сути, вы. То есть первая карта – это вы, как вас видят сейчас в личной жизни высшие силы. Вас видят все-таки картой сила. Эта карта очень, кстати, динамичная, такая яркая. То есть вы в личной жизни явный лидер и готовы покорять. Покорять мужчину, покорять партнера. И меньше, чем лев, вас вообще не интересует, да, делание в знаке зодиака. Хотя многие именно любят этот знак зодиака. Но также сила просто показывает, что слабый мужчина вам в личной жизни просто не нужен. Вам этого не надо. Вы не хотели бы так. Жить со слабым мужчиной. Сила, она и есть сила. Вы сами являетесь сильной личностью, и, естественно, вам нужен рядом такой же человек. Слабый мужчина не для вас, потому что вы будете его считать тютей-нютей и, естественно, помыкать, пинать. Он еще хуже себя начнет чувствовать, чем до того, как встретил вас, потому что ни на что вы скажете не способен, да? Поэтому вам нужен именно состоявшийся, состоятельный, может быть, человек такой приятный, готовый брать на себя ответственность. Пусть у него тяжелый характер, но при этом вы считаете, что лучше с тяжелым характером, но все-таки чтобы и был стержень в человеке, чем если бы вы его подпинывали, он был бы подкаблучником. Конечно, сила, она показывает, что вы можете совершенно самостоятельно справляться со своей жизнью. Вы такой человек с лидерскими качествами, который сам-то имеет тоже довольно такой мощный характер и мощную, может быть, энергетику, может быть, вы донор по жизни, а доноры спокойно могут уживаться сами с собой. Вы смелый человек, очень храбрый, иногда чувствуете себя настоящим героем. И у вас, естественно, такая жизненная энергия завышенная, да, что вы ничего не боитесь, скорее всего, в жизни. Совершенно ничего. Мол, пуганые мы уже бывали в таких ситуациях, пугали нас уже. Мы все уже там знаем. Бояться нам больше нечего. Вы очень эмоционально устойчивы можете быть даже гневливы, я бы сказала так. И управлять вы можете как собой, так и другими. А никто не может управлять вами. И поэтому нужен мужчина со стержнем, чтобы он вас как-то смог преодолеть, естественно. Так-то просто голыми-то руками не возьмешь.
Хотя вы, в принципе, можете быть и мягким, и великодушным человеком, но когда уже притерлись. То есть, пока вы характер показываете, ни о какой мягкости, великодушности речи, конечно, не идет. Вы все равно будете стараться показать свой характер, показать себя. Хорошо. Давайте теперь посмотрим прошлое. Что предшествовало всему этому? Что у вас было в личной жизни в прошлом, да? Какой она вообще была здесь? Так, ну мы здесь видим двойку пентаклей. Кто-то вам конкретные устроил в жизни качели, в личной. Давайте вот сюда, наверное, вас вот так определим, да? Вот. И, естественно, это добавляет вам сейчас жару, да, что больше со слабыми не общаемся, не гуляем, с неопределенными тоже, ищущими приключений, да? Ну, мы здесь видим королеву жезлов, соответственно, в прошлом. Учитывая, что вы в карте силы, огня в вас много, королева жезлов, может быть, это вы сами, да, в прошлом, а может быть, это женщина, которая вмешивалась в вашу личную жизнь. Иерофант показывает, что вы были в другом браке в прошлом, да, где вам и устраивали все эти прекрасные качели. Пятерка мечей говорит о том, что в этом браке были драки, да, ну или очень много ругани, ну и суд, что это кармические отношения. Давайте здесь подробнее все-таки разберемся. Вот смотрите, я здесь как вижу, что в принципе сначала с вами-то как играли чуть-чуть, да, то есть ни да, ни нет, авось да не бось, да. Двойка пентаклей, она не показывает стабильных отношений практически никогда. То есть сначала вы все-таки были в личных отношениях в ситуации некой нестабильности в прошлом, о чем вы, может быть, сначала и не очень-то понимали. А может быть, человек с вами играл, ну, по-львиному, например, да, знаете, когда лев играет со своей добычей. Вот у меня все время ассоциации с огнем и с львом здесь почему-то сразу пошла из-за карты сила. Но действительно, по-кошачьи играть со своей добычей и с тем, кого ты поймал. Это правда. Хочется сначала немножко поиграть, а потом уже съесть. И вот как будто бы с вами кто-то поигрывал вот так лапкой. Такое странное ощущение, да, что была какая-то суета в личной жизни изначально прям. Может быть, выбор был, да, у человека между вами и кем-то еще. А может быть, человек не мог определиться, ну, то есть найти вообще жизненное самоопределение. Двойка пентаклей – карта близнецов, поэтому это понятно, что они никогда не могут определиться. И мы видим здесь капризного и неустойчивого человека в жизни. Конечно, у двойки пентаклей куча и положительных качеств. Например, она не любит сразу же показывать проблемы. А ведь о проблемах в личных отношениях лучше говорить прямо. Но зачем, если мы можем в лицо улыбаться, правда? И для многих это хорошо. То есть, особенно если ты работаешь с таким человеком, он, по сути, не ноет. Он о проблемах говорит в последнюю очередь о своих личных. Вот. Но когда он в последнюю очередь начинает говорить о проблемах в работе, когда уже все, извините, просажено здесь, да, ты начинаешь его уже и ненавидеть. То же самое в личных отношениях. Сначала ты вроде бы видишь довольно позитивного человека с улыбающимся лицом. И все вроде как нормально, пока он не расскажет тебе о том, что недавно взял кредит. Кредит, и теперь платить он его уже не может. Да? То есть, вот вы знаете, вот везде есть палка о двух концах. Также двойка пентаклей – это ловкий человек, смешливый, веселый, интересный. Ну и устраивает в отношениях качели именно из-за этого. Мне весело, мне приятно, мне классно, да, в жизни. Я люблю со всеми играть. Вообще, ну, я что еще могу здесь сказать, да? То, что в личных отношениях у вас сначала отсутствие стабильности вызвало, наверное, зависимость. Ну, то есть я тебя уже ни за что не отпущу, потому что ты мне никак не давал стабильности. И теперь я за тебя схвачусь, потому что ты моя добыча, да? Королева жезлов – это может быть вы. И если это вы, то вы были довольно прямым и честным человеком всегда, с завышенными лидерскими качествами характера. И вот по-кошачьи, я бы сказала, потому что у нее всегда есть черная кошка, по-кошачьи, кошачьи повадки у нее присутствуют. Она хотела поймать ускользающего парня, который постоянно с ней играл. Она его в ручки, в лапки поймала и сразу же потащила куда?
под венец. Но я не говорю, что вы ему предложение сделали, не обязательно. Он мог и сам вам предложение сделать, но вы этого как будто бы ждали, добивались, хотели. И в итоге до чего вы дожили, да? До конфликтов, до ненависти друг к другу. И до того, что вы поняли, это отношения были кармические. В прошлых жизнях мы друг другу явно задолжали. И теперь я считаю, что вот я расплачивалась или там, ну как-то в этих отношениях отрабатывала за свое прошлое с этим человеком. Я считаю так. Также по карте суд вы могли не раз и не два пытаться восстанавливать с этим человеком отношения. Но пятерка мечей всегда говорит о себе, заявляет о себе, что были такие скандалы там с ненавистью и, может быть, правда, измены, что уже невозможно было, да. И хоть вы и пытались, может быть, как-то с вашим бывшим мужем что-то восстановить, но это было бесполезно. Вот. Также карты здесь могут показывать очень плохо окончившийся брак, например, вдовством. Но это реже такие трактовки, да, реже. Хорошо. Что в настоящем-то у вас в жизни? Кроме силы-то, давайте уж распишем. А здесь у нас король кубков в настоящем. То есть здесь присутствует все-таки как будто бы человек, которого вы знаете, и который вам как бы так идет для отношений. То есть он у вас уже в настоящем-то, скорее всего, есть или на пороге, да? Король кубков — это так-то очень хороший персонаж. Так, мы здесь видим семерку жезлов. Но здесь все как-то не совсем гладко между вами, если честно-то. Что-то явно не так, да? Ага, двойка мечей. Тут не просто что-то не так. Тут как бы есть мужчина в настоящем. Может быть, он вам нравится, что ли. Но при этом он не до конца пока что решился создать с вами вот окончательно пару. Он вам приносит разочарование, наверное, вот так вот. Закрывается как-то, отпирается от того, чтобы быть в этих отношениях. Либо у вас на пороге мужчина, с которым пока вот не сразу получатся отношения, потому что сложно как-то все идет, сложно между вами выстраиваться отношения будут. Или вы знаете, если есть мужчина, если есть, кто вам, допустим, нравится, это может быть мужчина знака воды, но при этом по семерке жезлов он как будто бы за счет этих отношений самоутверждается. И, ну, с вами меряется силой. Опять же, вы же яркий человек с характером, и с вами-то надо, наверное, за лидерство сначала по семерке жезлов помериться, поставить вас на место. Вы же не хотите слабого мужчину, и тогда он будет ставить вас на место, скорее всего. Поэтому здесь карты так и показывают, что вот есть мужчина, но он вроде как ставит вас на место. А если ставит вас на место, для вас это символ силы. Символ силы, значит, у тебя есть стержень, значит, ты мне подходишь, товарищ такой, да, дорогой. Вот так вот. А двойка мечей говорит о том, что он как-то не договаривает. То есть вот в этом проблема тоже есть, понимаете? Что искренности сейчас пока между вами нет, а есть по пятерке кубков разочарование друг в друге или в ситуации. Поэтому здесь сложноватые отношения, или вы на пороге таких отношений, которые я сейчас описываю. То есть вы не на пороге сейчас брака, свадьбы, да, вот, а сейчас пока идет испытание некое в личной жизни. Приведет ли оно к браку, мы сейчас будем смотреть, потому что на сегодняшний день какая-то вот такая вот ситуация-то. Либо вы к ней идете, и, ну, явно как человек, вот, ну, будто бы рядом с вами, он прям рядом с вами, Люк. Вы сила, а он король кубков, понимаете? Разные темпераменты, совершенно разные. Он может злиться. А почему он злится? Потому что вы с ним как будто бы не нежная, заботливая, а соревнуетесь. И ему бы этого не хотелось, он хотел бы просто чувственности, любви и страсти, и, ну, о ком-то заботиться, это его прям прерогатива в жизни. Его самое любимое дело — это о людях заботиться. А когда ему заботиться не дают, он как бы сталкивается с трудностью. Он не понимает, что тебе надо тогда. То есть как я буду о тебе заботиться, если ты не понимаешь, что такое, когда о тебе заботятся, как бы. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться, чтобы о тебе заботиться. Ты как бы не из того теста, да, вообще состоишь, да.
Ну вот как-то так. Давайте чуть-чуть вот эти карты сдвинем. Силу с королем я, наверное, оставлю, потому что это здесь очень важно. Все-таки этот король, он у нас с каким-то потенциалом идет. И будем будущее смотреть, да, с вами. Ваше будущее. Вот вообще именно просто ваше, не в привязке с королем. Но король остается. Может, тут выпадет еще король, да? Король остается. Мы узнаем, с ним, не с ним вы будете. И замуж-то за кого-то выйдете, ведь все равно. Ну, вот за кого, да? Так, ну у нас тут выпадает колесница. У нас тут выпадает 9 жезлов. 8 пентаклей. Императрица. Вот кто у вас на пороге? Мужчина. Вы за него и выйдете замуж, но не сразу. И давайте тогда о нем поговорим подробнее. Кто такой король кубков, с чем его едят? Потому что тот мужчина, который у вас либо есть, либо на пороге, очень имеет хороший потенциал для того, чтобы на вас в будущем жениться. Но раз у вас разные темпераменты и, ну, вот разное что-то там в характере, да, и похожие в то же время есть, вы как бы друг друга не понимаете, а надо понять. Надо мыслить, как он. А как он мыслит? Он хочет нежности. Хочет, чтобы о нем прям вот заботились, а он в ответ заботился, понимаете? Он, допустим, вот такой вот прям настроенный на то, чтобы в жизни найти половинку, жениться. И он очень сердечный человек, он понимает других, он чувствует интуитивно, кто вы. И он знает, что вот эти вот где-то внутренние барьеры, преграды можно пройти, но иногда не выдерживает. Вы знаете, по сути, это зрелый человек, и он часто покоряется перед женщиной, но не как в прогибе, не как подкаблучник, а именно просто покоряется женщине, вот как личности, что ли. И, естественно, он такой вот весь вот душевный, вот такой вот весь вот прям, ну вот прям добрый. И можно в нем эту доброту культивировать. Поэтому, если вы с ним будете говорить о доброте, о том, как вы его любите, проявлять чувства и эмоции, вы увидите его совершенно вот такую прекрасную сторону. Он, между прочим, может быть очень преданным, верным человеком, если вы его к этому призовете. Вы знаете, наш король кубков, он как может быть раком, как рыбой, так и скорпионом, но может быть и стрельцом. Кто-то меня начал спрашивать, да? А почему вот король, допустим, кубков, туз кубков, а вы вот диктуете там, что не только водный знак? Потому что вот, допустим, король – это огонь воды. Почему огонь воды? Потому что король – это огонь, а вода – это его стихия, кубки, понимаете? Поэтому мы стрельца здесь можем увидеть. И даже если что, мы можем увидеть здесь весы. Почему? Потому что по датам, по астрологическому соответствию он не только знаки и стихии имеет, он еще и даты имеет, понимаете? И я здесь как вижу, что он может для вас составить прекрасную партию, просто вот хорошую. И вы его узнаете в самом ближайшем будущем или уже узнали. Но сначала нужно пройти колесницу. Может быть, это расстояние между вами. Может быть, это желание напирать друг на друга. В каждом из вас есть желание быть лидером. Я вам советую отступить. Лидер он, потому что он мужчина. Не надо его пытаться перебороть. Это не ваше. Я считаю, что если вы находитесь в отношениях, не надо быть мужчиной за мужчину. И по колеснице вместе лучше управлять этой повозкой. Или даже сесть к нему сзади в каталку, пусть он ведет. Ну, смотрите, когда мы видим колесницу, это все-таки дикая страсть между людьми. Желание достичь цели. Но мы натыкаемся на 9 жезлов. Что это такое? Это когда человек хоронит прошлое. Мы рассматриваем здесь будущее этими 4 картами. А это значит, что по колеснице преодолеете расстояние друг перед другом, ментальное или физическое, да? Добьетесь очень многого, отношения будут динамично развиваться, страстно. Но потом наткнетесь на то, что ему надо будет похоронить прошлое, и он замолчит.
Вот замолчит и станет какой-то вот странный, вялый, что ли. Начнет паузы брать какие-то, начнет отгораживаться. Дайте ему похоронить прошлое. Пусть он возьмет лопату и тащится на кладбище. Вот он похоронит прошлое, и дальше у вас идут отношения 8 пентаклей. Это серьезные отношения, люди куют свое счастье и, между прочим, имеют заявку на брак. Поэтому ни о чем не переживайте, вы станете для него настоящей императрицей. Главное дать ему, позволить ему сделать вас этой императрицей. Кто такая императрица? Все-таки у нее есть некая пассивная, женская, чисто женская энергия. Она знает, что есть мужчина, он ее будет защищать. Она перекладывает все время на него ответственность за свою жизнь, за дом, за детей, понимаете? И когда мы видим эту императрицу, мы знаем, что вы можете стать женственной, вы можете переложить на него ответственность, и вы так и сделаете. И для вас это будет в будущем не так сложно, как сейчас, потому что вы этому человеку станете больше доверять. Но король у вас вот-вот-вот, даже если вы еще не знаете, он вот-вот-вот прям на пороге. Поэтому ни о чем не беспокойтесь. Вы обязательно вступите с ним в брак. И это все не за горами, просто нужно пройти некоторые, как обычно, притирки в отношениях. Вот такая вот у нас первая позиция. Давайте все-таки одним, наверное, сделаем видео. Перейдем дальше к позиции номер 2. Выйдете ли вы еще замуж? Какой мужчина вам идет по судьбе? И как вы его узнаете? Будем смотреть. Итак, сначала мы посмотрим на вас. Кто вы сейчас у нас, по мнению высших сил? Вы 9 мечей. 9 мечей – это отчаявшийся человек, который думает, что в замуж уже точно уж не выйдет. Или в жизни совсем не везет. Не везет в личных отношениях, не везет в любви. О ком-то, может быть, тоскуете, переживаете, пришли в отчаяние, потери. Или, знаете, так, как бы себя ощущаете, просто совсем со знаком минус. Чувствуете депрессняк такой, внутренний. И вам тяжело, вам как-то так скорбно на душе. Прям как бы вы знаете, что что-то прям не так все время вам. Вы не знаете, где ваше место в этом мире. А полюбит меня кто-нибудь, не полюбит, я вообще не представляю, да? 9 – это отчаяние, такое отчаяние, которое пробирает прямо изнутри, и поэтому часто посещает наших близнецов, раков и стрельцов, да? А также рыб. Вообще эта карта, она говорит о том, что человек как будто бы все вокруг воспринимает враждебно. Он не доверяет людям, он не доверяет личным отношениям, он испытывает сильное беспокойство, в том числе и по ночам. И имеет подавленное состояние и постоянно размышляет о проблемах. Вместо того, чтобы размышлять о том, чего вы хотите, вы все время думаете о том, чего вы не хотите. А все, о чем вы думаете, вы притягиваете в свою жизнь. Вы очень боитесь неудачи, в том числе и в личной жизни. Вы испытываете вечную тревогу. Вы потеряны. И вы мыслите хронически, негативно. От чего вам и нужно избавляться, потому что это ваши фантазии. Вы знаете, есть такое всегда наставление. Ты страх пощупать свой можешь? Что для тебя этот страх? Ты его ощущаешь? Ощущаешь. Ты его придумал в голове, сам нарисовал, правда? И можешь его потрогать? Вы, если потрогаете свой страх, я буду с вами по-другому разговаривать уже, с уважением. А сейчас нет, с уважением не могу. Потому что вы его придумали, на себя надели и лежите себе, переживайте. Переживайте нечто, что просто нафантазировали. Этого не существует. Того, чего вы боитесь, просто нет. Но вы это все придумываете и все дальше идете. А жить когда? А когда строить личные отношения, которых вы хотите наверняка? Вы считаете, люди все теперь какие-то плохие, да? Может быть, прошлые отношения закончились как-то не так. Но это не значит, что ваша жизнь закончилась. Ведь вы живы. Это самое главное. Хорошо, давайте посмотрим прошлое. Что у вас было в личной жизни?
Звезда. Семерка мечей. Вот он, король пентаклей. Вот он, рыцарь мечей. Хочу еще карту. Маг. Вот видите, какие карты выпали вам на прошлое. Вы сначала влюбились без памяти. Вот прямо до беспамятства влюбились. Нафантазировали, опять же, вот у вас фантазия такая хорошая. Приписали человеку те качества, которые ему совершенно в жизни не присущи. Человек, король пентаклей у вас был, он с вами не был искренне изначально, к сожалению. Он показал свою темную сторону. Семерка мечей об этом сразу же и заявила, что вы не видели очевидных вещей. Понимаете, в чем дело? Может быть, он был и представительный мужчина, может быть, связанный даже с денежной энергией или энергией Земли. Это все понятно, уважаемый, может быть, был человек в вашей жизни, да? Ну, или просто вот такой вот прям, ну, интересный для вас, казалось бы, герой. Казалось бы, вот он такой вот весь самый лучший, да? Умный, начитанный, может быть. А может быть, в плане там авторитетным человеком был среди многих людей. Уважали, например, вот друзья его уважали, да? То есть у кого как это проигрывается. Но самое интересное, вот, что он изначально был врун. То есть, может, здесь, конечно, карта король пентаклей просто показывает там тельца, козерога, например. Это все ясно. Или там овна, стрельца, льва. Но я, знаете, как вижу, что вы им сильно восхищались, как бы. Он вам казался представительным и весомым. Он вам казался, вот как будто бы, что он перспективный, серьезный человек, который в будущем хотя бы, уж даже если не сейчас, но будет зарабатывать в будущем. А может быть, он уже сразу был состоятельный, у кого как. Но сам факт серьезный и умеет вести дела серьезные, и практичный. Он хоть и не романтичный, да, казалось бы, но вот какой перспективный, какой хороший человек, щедрый, или умеет правильно распоряжаться своей жизнью, там, деньгами там, и так далее. Может быть, вы о нем были самого лучшего, высокого мнения по звезде, но не замечали семерку мечей, каким он был вруном, предателем, а потом еще и агрессором по рыцарю мечей. И он начал выписывать, как говорят, роги вдоль дороги. Такие концерты, такие начал кульпиты выписывать. Вы просто были в шоке, скорее всего, от его импульсивных поступков, от его внутренней агрессивности, а может быть и внешней, может он даже в драку полез. И маг показывает, он всегда был эгоистом, самым настоящим, прожженным эгоистом. Но вы этого как будто бы сначала совершенно не замечали. Ваша депрессия от того, как вы разочарованы в прошлом вот в этом человеке. Потому что вы на него слишком возлагали в жизни большие надежды. Когда на кого-то надеешься, когда надеешься на чью-то любовь, помощь, поддержку, на чье-то плечо, ты как бы перекладываешь на человека ответственность, которую он вроде как и не просил. Соответственно, и завышенные ожидания всегда рождают девятку мечей, потому что ты неизбежно разочаруешься, ты слишком много накладываешь на человека того, чего он и не имел в виду. Вы все это как будто бы сами о нем придумали. И сами же, надеясь, в итоге разочаровались. Да еще и столкнулись, скорее всего, все-таки с агрессией и злобой. И пожинаете плоды. Понимаете? Я вас ни в чем не обвиняю, так молоденькие девчушки обычно видят в мужчине героя, видят в мужчине хорошего человека, а может он еще и лапшу на уши вешает, да как ему вроде как не поверить, правда? Я вас не обвиняю, я просто говорю, что да, в прошлом вы столкнулись с некой иллюзией, придали человеку излишнее значение, вот и все. Но я вас не обвиняю, потому что каждый из нас с этим в жизни сталкивается, каждый. Давайте теперь посмотрим настоящее, что у вас в личной жизни.
Каждый человек сталкивается с предательством. Это правда. Но у меня чувство, что вы в одиночестве находитесь. Ну, правда. И не просто в одиночестве, а как вот, знаете, как умопомрачение какое-то идет. Либо занятие эзотерикой. Ну, депрессняк-то вот он, я же его вижу все равно здесь. То есть депрессию-то мы все равно вашу здесь уже зафиксировали. Или как бы очень сильно плохое мнение о своей личной жизни, да? Наращивание этих страхов, что она так и не реализуется, что у вас печать одиночества, вы считаете по отшельнику. Может, так оно и есть, потому что с Луной отшельник выпал. Все равно показывает часто негатив на одиночество. Но карты здесь еще и показали двойку кубков. Может, вы остались любить этого человека, понимаете? Может, у вас к нему остался энергоканал связи и некоторые чувства в подсознании. Может, вы даже под ненавистью не ощущаете это, но оно есть. Может, вы в кого-то просто влюблены, но опять же с помощью фантазии и надеетесь. Может, у вас каждый раз грабли в отношениях. Почему? Потому что бывает тянет на плохишей, на обманщиков. Вот. Но вы явно как в иллюзии находитесь в какой-то. На сегодняшний день это так. 8 жезлов, очень хочу развития событий. Но не знаю, как, чтобы это случилось. То есть способа не вижу. Вы знаете, у вас какое-то вот такое вот прям тяжеленькое состояние. И чувства вы не смогли оставить до конца. Вытащить их из себя, да. И они мучают вас как-то вот так изнутри. Как бы дерут вас, да. И вы не знаете просто, как справляться. А знаете, в чем ваша, ну вот самая большая проблема, на мой взгляд? Это то, что вы надеетесь. Если бы вы не надеялись, вы уже давно бы это все отпустили, жили оптимистично, сами себя радовали. Нашли бы хорошие отношения, и все было бы нормально. А так получается, что ваша надежда вас же и съедает. То есть вы надеетесь на чье-то, скорее всего, исправление из прошлого. Или просто не до конца смогли вот это все вот позабыть. В этом ваша суть. Что вы всегда, может быть, верили в исправление других людей. Вообще, исправлять кого-то – это самое неблагодарное дело на свете. Честно вам скажу. Вот просто бросьте его прямо сегодня, после этого гадания. Вернется, не вернется, надо, не надо. Дело не в этом. Дело в том, что вы должны в первую очередь полюбить не кого-то, а себя. Вот чувствую, что любите кого-то, и прям так переживаете, что вот на разрыв, как говорится. Чувствуете себя одиноким человеком, одинокой женщиной. Можете изучать эзотерику, кстати, чисто из-за этого, чтобы разобраться в себе и в окружающих. И правильно делаете, и что гадания смотрите, правильно делаете. Все гадания выводят к тому, чтобы понять себя, разобраться в себе, разобраться в людях. Это правда, это нужно. И когда вы здесь сейчас, да, вы понимаете, да, я придумываю свои переживания, да, я придумываю свои страхи. Вот признайте себе в этом, что вы их, правда, себе придумываете, что это ваша фантазия о плохом. Фантазируйте о хорошем. Почему нет? Вам не надо фантазировать о том, что этот человек вас полюбит. Это вот самая неблагодарная фантазия. А вам нужно фантазировать просто о своей будущей счастливой жизни. Кого бы вы хотели видеть рядом с собой. Не имя, фамилия, отчество, дата рождения. Не конкретного человека, а какого человека вы бы хотели видеть рядом с собой. Берете блокнот или тетрадь и выписываете все качества человека, которого бы вы хотели видеть рядом с собой. Это важно. И когда вы это все запишете, вам не надо это привязывать к кому бы то ни было. Пусть этот человек даже похож на вас, на ваш идеал, но даже если вы его опишете, прибавьте еще качеств, которые действительно должны быть у вашего будущего мужа. И вы поймете, что вы можете найти еще такого человека и еще, который бы соответствовал вашим каким-то параметрам, жизненным требованиям, ожиданиям, приятностям. И вы узнаете, что такое счастье просто через отношения, которые вас устроят. И которые устроят человека, который будет с вами, понимаете? И давайте теперь смотреть ваше будущее. Вообще девятки — это карта вот именно как одиночек, да? То есть она даже может, ну вот даже не осознавать, что есть программа одиночества, но они есть, явно есть. Или чувствовать себя очень одиноким человеком. Что в будущем будет в личной жизни? Выйдете ли вы замуж, за кого? Будем смотреть сейчас.
У нас тут нарисовался мужчина вполне. И брак у вас будет. Все-таки карты вас рисуют дамой воздуха, а вашего будущего мужчину рыцарем кубков. Может быть, у вас, правда, какой-то вот аспект воздуха в гороскопе, потому что и мечи вот тут, и тут мечи. Может быть, вас рисуют там дамой воздуха, потому что вы там близнецы, весы или водолей, например. Также наша королева мечей может быть скорпионом. Вот как бы вы ни удивлялись, и овном может быть. Может козерожкой даже быть. Все зависит еще от сочетания знака и характера, и определенных планет. Поэтому вы, дама мечей, в будущем в браке именно себя вот так как-то определяете, да, как дама мечей. Почему? Потому что вы, скорее всего, будете добиваться некой дисциплины в браке и строгости. Вы постараетесь сделать так, чтобы мужчина все-таки как-то вам подчинялся. Но не просто подчинялся, а скорее жил по определенным правилам, например, что нельзя ни в коем случае там идти налево изменять или приходить домой не вовремя. Почему для вас это табу будет? Ну, потому что вы, скорее всего, на что-то такое в прошлом наткнулись и больше не потерпите в своей жизни. У вас будут правила, которые нарушать мужчиной будет нельзя. Двойка жезлов сначала идет. Ну, вы посомневаетесь, вступать в отношения или нет. Они у вас могут быть, вот тогда, когда вы отпустите свою боль. Вот так могу сказать. Разорвете ненужный энергоканал связи. И тогда вы выбирать будете, стоит или не стоит вступать в эти отношения. Хотя мужчина явно очень хороший. Рыцарь кубков приятный человек, и он будет предлагать отношения. Именно предлагать. Вообще он астрологически очень связан с Венерой и Луной. Поэтому часто может быть рыбой, раком, скорпионом или даже тельцом. И могу так сказать, что вот такой вот замечательный рыцарь, он обычно инициативный человек. И в любви он очень любвеобильный. Он будет к вам со всей душой, а вы осторожничать. Осторожничать, потому что у вас в душе, так скажем, зияет шрам. Да? Сначала дырка, потом шрам. И раз этот шов есть, вы будете всегда помнить о правилах. Что, во-первых, не слишком раскрываться перед человеком, а во-вторых, все-таки есть такой момент, да, что не позволять ему лишнего, а он будет всячески вас обхаживать, вот прям устроит вам очень приятное времяпрепровождение, будет теплый, душевный. Он будет стараться сделать с вами, какое-то душевное, духовное единение, что ли. Разговаривать больше, вас выслушивать, самое интересное. Он вас отогреет. Он вас отогреет, растопит холодное сердце королевы мечей, но постепенно. Пятерка пентаклей показывает, что это тоже ваш кармический партнер. У вас будет брак, но сначала вы поймете, вот кто он такой, как с ним лучше. Он такой творческий, он мечтательный. Не надо его раздавливать и растаптывать, да? Постарайтесь его понять, что у него такая тонкая душевная организация, что он не такой, какими были мужчины с вашим прошлым, да? Вашим прошлым. И он совсем такой вот добрый, что ли. А раз он добрый, он будет вас отогревать, он будет стараться для вас. И, естественно, постепенно, может быть, так окажется, что вы начнете доверять друг другу. Именно доверять. Но для этого нужно, может быть, даже несколько лет, чтобы доверять. Может, вы уже в браке с ним будете, а доверять еще не начнете, а начнете доверять только впоследствии. И я считаю, что это нормально, когда ты долгое время лечишь свои душевные травмы. Однако идешь к этому, несмотря ни на что, а не бросаешь этот затянувшийся процесс. Конечно, человек, когда годами добрый к тебе, когда ни разу не нарушил свое слово, обещание, не пошел налево, направо, не воспользовался тобой, не сделал гадость, он входит в зону доверия. Но нужно его просто проверить. И не более того. Между прочим, вы будете очень счастливы с этим человеком. И все у вас будет хорошо. Так что ни о чем не переживайте. А сейчас вам надо выходить из вашего состояния, из вашего душевного вот такого затыка. Потому что оставаться в нем нельзя. Помогайте другим. Может быть, пойдите в волонтерский отряд. Сделайте что-то для людей, чтобы просто развеяться.
Посмотрите, как живут другие. Посмотрите, может, кто-то болеет или еще что-то. Помогите страждущим. Вы поймете, что жизнь прекрасна, что вы можете еще много чего успеть и сделать хорошего. Ну, такая позиция номер 2. Мы идем дальше. К позиции номер 3. Выйдете ли вы еще замуж? Какой мужчина вам идет по судьбе и как вы его узнаете? Давайте смотреть. Первая карта у нас – это вы. По мнению высших сил в личной жизни на сегодняшний день, как они вас видят. Ну, вы тут у нас прям такой вот интересный паж кубков. Но паж кубков вот прямо под влиянием Луны находящийся и хоть и смотрящий на рыбку, но тут у нас и слезы, и тут у нас и даже вот прям кровь в уголке рта. Мне это не нравится, потому что такое чувство, что вы вот со своими страданиями не до конца расстались. И страданий у вас было очень-очень много. Паж кубков показывает наивного человека, который в жизни обжигался именно по своей доверчивости. В итоге слезы и кровь, они здесь показывают, что вы можете плакать, можете оплакивать прошлое, но как будто бы не совсем понимаете, чему должны были научиться и как теперь себя вести. То есть вы остаетесь мягким человеком, простодушным и довольно доверчивым по сей день. Вы загадываете желания, вы умеете их загадывать, несмотря на свои страдания. Вы верите в какое-то добро, верите в какую-то счастливую звезду, и что когда-то могут слезы высохнуть, и начнется продолжение жизни, да? Но сейчас вы как будто по кому-то переживаете, страдаете и оплакиваете. Может быть, прошлые отношения до сих пор оплакиваете. А может быть, просто оплакиваете себя. Ну вот, мол, вот, сами себя жалеете, да? Что вот не сложилось в жизни, почему так? Вы не хотите быть одной. Вот есть у вас такое, что вам бы не хотелось. Вы бы хотели быть в паре. Вот, вы бы хотели, чтобы у вас все было в жизни, в личной, хорошо, чтобы вас любили, понимали, чтобы кто-то взял вас под свое крыло. Вы ищете для себя опору, потому что без опоры вам сложно. Вы очень женственны, честно вам скажу, даже чересчур. Мужской энергии у вас совсем мало. Может, вы считаете по-другому, но я здесь вижу именно так. В любом случае здесь высшие силы раз видят, что вы несколько травмированы, но при этом у вас есть желание все-таки быть с кем-нибудь, да, строить отношения, и что вы знаете, что вы это переживете, то давайте тогда смотреть, что у вас было в прошлом. По крайней мере, я вижу в этой карте, что да, человек страдает, но может пережить. Смотрим ваше прошлое. 9 пентаклей, паж жезлов, дьявол, туз мечей и карта мир. Ну да, здесь у вас была именно связь по дьяволу. Что такое связь по дьяволу? Да, это вот такая связь, когда мужчина манипулирует, предлагает что-то нечестное в отношениях. Например, это женатый человек, связь на работе, любовники долгое время, или даже муж, но, допустим, пьющий, или употребляющий наркотики. Тут много разных вариантов, но в любом случае есть некий порочный человек, который соблазняет вас, да, куда-то в нехорошее место, там нехорошие отношения, где вами идет манипуляция и постоянный вампиризм. И есть вы, наивный человек, кто на это согласился, соблазнился и вошел в отношения, которые являются губительными и роковыми. Кстати, 9 пентаклей показывает, что человек мог вам показывать свое благополучие финансовое, хорошее финансовое состояние, чем вы в итоге, может быть, и привлеклись к нему, ну, то есть он вас с этим привлек, да, что можно жить, в принципе, обеспеченным, ни в чем не нуждаться, что он зарабатывает, или у него просто есть деньги, например. Или что он просто благополучный человек, что вы имеете с ним перспективу, несмотря ни на что. А также паж жезлов говорит о том, что, может быть, у вас есть общий ребенок с этим человеком. Хоть он и дьявол, но
вы завели, допустим, общего ребенка, да. Или паж жезлов может говорить о том, что он всегда давал вам очень много положительных эмоций. Между прочим, вот туз мечей показывает, что этот человек в итоге сказал вам правду. Ну или как-то открыл свои коварные планы, или поставил перед фактом. Возможно, бросал он вас. Или просто поставил перед фактом, ну вот я пью, не исправишь ты меня. Или я женат, я этого не могу исправить, разводиться не буду, ни из-за чего не буду. Или обманул еще в чем-то, и потом сказал, ну то есть перед фактом поставил. А мир говорит по итогу, что ваши отношения, то есть цикл завершился, и эти отношения как бы были подведенным итогом, что все, раз туз мечей уже воткнут здесь, да, нож разрезал эту связь, и все, подвели итог, вышли в мир, как говорится, да, разошлись, да, там, или развелись, может быть. Я так понимаю, что история ваша, она повторялась не только у вас, и вам нужно осознать, что наивный, добрый человек, душевный, который просто хочет любви, он иногда может так в жизни ошибаться, и вам нужно простить себя за то, что вы ошиблись в человеке. Потому что вы обвиняете не только его, но и себя. И первое, что нужно сделать, это простить себя за то, что вы повелись на его обман, на его соблазн. Хорошо, давайте перейдем теперь к настоящему. Что у вас в настоящем, в личной жизни происходит? Что у вас почему-то выпало и как влюбленность, и слезы, и переживания душевные, и еще энергоканал связи, как будто бы с кем-то есть. Сейчас посмотрим с вами ваше настоящее. Так, я здесь вижу, смотрите. Смерть с влюбленными явно означает, что может быть вы в состоянии разрыва с кем-то находитесь, но вы его еще переживаете. Пытаетесь отпустить, похоронить прошлое, но пока сложно. Очень много эмоций по тузу кубков. Но опять же, любовных эмоций. И тройка пентаклей показывает, что вы либо были в браке, либо в серьезных отношениях, и до сих пор себя как бы так ощущаете, что вы из этих отношений не до конца еще вышли. Получается, вы еще варитесь как будто бы в каких-то чувствах. И вы еще не отпустили историю. Более того, вы как будто бы держитесь за этот энергоканал, хотя знаете, что вам нужно хоронить прошлое. Что вам нужно его окончательно просто взять и отпустить, и забыть, и вырвать из своего сердца. Что вы можете реабилитироваться, вы тоже чувствуете. Что вам могут нравиться другие люди, вы тоже чувствуете. Вполне. У вас есть даже, может быть, кандидаты на то, чтобы понравиться. Мужчины испытывают к вам притяжение природное. А вы для них очень привлекательны на самом деле. И, соответственно, когда мы видим здесь, что карты такие все прям насыщенные, мы понимаем, что если вам отпустить лишние эмоции, да, то вы сразу же можете, найти общение, найти отношения, найти общение в интернете, или личное общение, как-то развеяться. И вам станет гораздо легче на самом деле. Также, вы знаете, вы вообще человек слишком эмоциональный, на мой взгляд. Слишком все принимаете близко к сердцу. И, может быть, у вас есть, кроме личных, еще другие проблемы, которые вы хотели бы срочно решить. То есть, которые на вас сейчас навалились. То есть, допустим, кроме расставания, кроме того, что в жизни не все устраивается в личном плане, да, есть еще проблемы. Сталкиваясь с этими проблемами, плюс с теми по личной жизни, вы, естественно, начинаете впадать, в некий депрессняк, так получается. И из-за этого у вас выпадает эта карта, паж кубков. Но паж кубков, она неплохая карта, она правда неплохая. Бывали и хуже у нас здесь на раскладах, да. Поэтому я вам так скажу, что о своей, будущей реабилитации вы точно знаете. Вы уверены, и у вас все-таки в душе сохраняется. На мой взгляд, оптимизм, он есть, это правда. Он просто существует в вашей жизни. Хорошо, давайте сейчас уберем карты настоящего и посмотрим на ваше будущее. Выйдете ли вы замуж в скором времени, за кого? Какой мужчина вам по судьбе и как вы его узнаете? Сейчас будем смотреть с вами. Видите, колесо вращается, жизнь меняется, да? Вы препятствуете изменениям, а жизнь все равно меняется, и никуда вы от этого не денетесь.
Ну, вижу здесь короля мечей. Вам мужчина идет знака воздуха или с асцендентом в воздухе. Ну, это водолей, весы или близнецы. Но также по королю мечей может вполне быть козерог, может быть вполне овен, потому что это огонь воздуха, да. Тут могут быть огненные знаки, стрелец и лев даже может быть, но реже. Больше всего овен, конечно, козерог или вот весы, близнецы и водолей. Вы знаете, это очень такой человек строгих правил, представительный, но довольно честный. Ну, мое мнение здесь, что этот человек как будто бы сначала будет не совсем много проявлять к вам тех эмоций, которые бы вы хотели. Он такой суховатый, да, он не сразу подпускает людей-то к себе. Но вам его как будто бы сама судьба посылает все-таки вот этого человека, раз колесо выпало. И значит, человек вот именно по судьбе, понимаете, вот пусть он немножечко такой король мечей, вот такой строгих правил, но все-таки довольно честный человек. А вам ведь и нужен честный человек, обманщиков в жизни хватало. И получается, что когда мы видим вот это колесо, все равно у вас личная жизнь наладится, что не нужно для этого предпринимать, может быть, какие-то даже специальные усилия, а расслабиться, вот куда божественный поток событий вас поведет, туда и поведет. Более того, вы как будто бы какое-то время все равно должны будете в четверках посидеть, да, в восьмерке посидеть, в четверках посидеть, все такое четное, все такое стабильное. Может быть, вам нужно, вот, чтобы отпустить ваши проблемы, ваше прошлое, сначала для этого побыть одной, вот немножечко как бы растрястись, да, вот от прошлых ошибок, может быть, от прошлых отношений как-то откреститься, оторваться. И всегда восьмерка мечей, она показывает все-таки некоторое беспокойство. Четверка пентаклей, как бы такую, что ли, как сжатость, да, и желание, может быть, победить проблемы, но в то же время и постараться, ну, не давать никому себя в обиду. И четверка мечей — это чистая медитация, уже медитативное такое приятное, расслабленное состояние. Вот перед встречей с королем вы это все явно ощутите. И он такой сразу, знаете, не как будто бы вот люблю и все, да, а сначала тоже осторожничает, видимо, ошибки-то в жизни тоже были, натыкался на тяжелые случаи, да, в своей биографии. И тоже будет как-то вот так немножечко скованно себя вести, присматриваться, приглядываться, может длительное время общаться. А дальше, видите, идет девятка кубков, исполнение желаний в любви. Это уже такая очень теплая карта, когда человек долгое время не мог раскрыть свои истинные чувства, а потом он их все-таки раскрывает перед вами и обнажает свою душу. А душа, оказывается, красивая у него, хорошая. И для этого тоже нужно как бы время. Вы, может быть, пообщаетесь с этим человеком, может быть, даже, вот знаете как, по колесу вы с ним можете познакомиться, допустим, но отношения сначала вот не будете строить именно любовные, а надо будет вам побыть в одиночестве. Пусть даже вот он есть в вашей жизни, но еще без отношений, да? А потом уже происходит вот эта девятка кубков. Между прочим, это земное счастье, да, и удовольствие. Когда мы видим девятку кубков, мы понимаем, что в личных отношениях наступает период удачи, успеха. И, естественно, это у нас чувственные радости, это сексуальный опыт все-таки в этой карте. Мы понимаем, что сначала вы вот как будто бы насытитесь близостью с этим человеком, потому что долгое время не будете в близости ни с кем, в том числе в телесной, понимаете? Мы здесь видим следующую карту, пятерка жезлов. Вы еще поборетесь за главенство в этой паре друг с другом. Вы еще будете устаканивать этот союз. Человек может требовать от вас дисциплины, иногда поругивать, а иногда ревновать очень сильно. Ведь король мечей — это очень ревнивый человек, он собственник. Он не хочет отпускать свою женщину. Для него это неприемлемо. Соответственно, он может быть ревнивым.
И 5 жезлов падает из его ревности. Мы видим здесь рыцаря жезлов. Рыцарь жезлов показывает, что в то время, когда у вас роман уже затянется с этим человеком, запутается до того, что это уже будут, можно сказать, серьезные отношения, вот как раз бывшие-то и посыпятся. И вам еще и придется от них отмахиваться чуть ли не топором, чтобы они не смогли войти в вашу жизнь снова и соблазнить вас. Между прочим, соблазн всегда велик опуститься обратно на то же дно, откуда вы поднимались очень долго. И вы знаете, на плохишей всегда очень сильно тянет. А плохиш как раз-таки будет лезть в ваши личные отношения с королем мечей и пытаться воскресить ваши к нему чувства. Мол, ты же меня любила, я вот тебя ведь знаю, вот я могу тебе там добреньким показаться. Мы здесь видим и короля жезлов. Рыцарь жезлов, король жезлов, это может быть даже один и тот же человек. Ну, раз соблазнить тебя на просто постель или куда-нибудь совместную поездку я не могу, предложу-ка я тебе что-то кардинально серьезное. А у вас уже есть партнер, понимаете? И вы будете, естественно, что делать? Скорее всего, отказывать. Но давайте посмотрим. Идет у нас 7 пентаклей. Сначала вы будете ждать. 3 кубков. Вот видите, как интересно, да? И паж пентаклей. Вам идут конкретно предложения из прошлого предложения. И вы еще не будете это понимать, как вам поступить. И, может быть, даже согласитесь на некий разговор. А зря согласитесь. Зря, потому что разговаривать с ним не надо. Он вам не пара, вы это знаете. У вас по судьбе пришел король мечей. А король жезлов – это помеха для вас. Но вам будет велик соблазн. Будет вас пытаться соблазнять своими речами. И своими деньгами будет соблазнять, не только речами. А у него в это время женщина есть, королева пентаклей. И никуда-то он эту женщину не дел. Он вас будет соблазнять, мол, у меня к тебе чувства остались. А женщина это все равно у него в жизни присутствует. И качает свои права. А вы об этом не будете знать, что он изначально предатель. Поэтому вам будет такой великий соблазн. Но у вас будет мужчина по судьбе. Выйдете ли вы за него замуж? 10 жезлов. Рыцарь пентаклей. 10 пентаклей. Конечно, вы создадите с ним семью и вместе куда-то переедете по 6 мечей и карте правосудия. Да, вы вместе переедете. У вас нужен будет отъезд, когда вы вступите в брак, только хотя бы для того, чтобы вас не доставали бывшие связи. Это важно. И этот человек не зря будет ревновать. Ревновать он будет, основываясь именно на том, что к вам подъезжают всякие там бывшие. Вот так-то. А без огня не бывает и дыма. Поэтому, знаете, вот все-таки у него повод для ревности здесь явно будет присутствовать. Ну вот такая вот у нас 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Элайф. Всем пока и до новых встреч.